Французский комбайн аккуратно выдергивает морковь из земли и срезает ботву. Это первый рейс иностранной техники на витаминное поле. Сегодня в стадии роста морковь. Ну, в принципе, уже стандартная морковь. Но внешне вот разница есть. Погода на них влияет? Очень. У нас тут уже почти 2,5 месяца ни капли дождя здесь не было. Благодаря вот поливальным машинам. Но машина это не дождь все равно. Но что-то. В агрофирме «Нарман» Лаишевского района в этом году 30 гектаров моркови планируют собрать с каждого по 40 тонн. Очищаем мы ее. Капуста засеяна вдвое больше, но ее пока убирают вручную. Через пару дней выведут новый комбайн. Реализуют продукцию прямо с грядки. Грузят полными фургонами. Это сорт Валентина. Это пойдет для пирогов, для салата пойдет. Все вручную делаем. После сетки складываем, после погрузка уж идет у нас. А вручную тяжело? Нет, терпимо, работаем. Средняя капуста у нас, средняя урожайность 450-500 центнеров, а зимняя капуста, поздняя капуста это до 1000 центнеров. За рулем грузоподъемника Рушиня Фадеева отвечает за хранение овощей на ногах без выходных с 5 утра и до позднего вечера. Главное – настрой на работу. Рабочих хватает, народ хватает. Еда есть, как говорится, столовые есть, почти бесплатные. Посмотрите, какая шикарная сорт гала. Казанский народ, им что, желтый картофель нужна? Вкусный картофель нужна. На этих складах уже заготовили 150 тонн картофеля. Его расфасовали в мешки. Именно отсюда картофель повезут на ярмарке в Казань. Стоить будет он 12 рублей за килограмм. Столько же капуста, морковь чуть дороже за 16 рублей. По оперативным данным Минсельхоза, средний урожай картофеля по республике сейчас 309 центнеров с гектара. Накопано почти 23 тысячи тонн. Самый урожайный по второму хлебу Буинский район. Данных по другим овощам пока нет. Уборка только стартовала. Выборочно убираем на первые ярмарки, которые состоятся в городе Казани в эту субботу. А потом уже к октябрю придет массовая уборка капусты, моркови. Через пару дней приступит к красной свекле и поздней капусте. Овощам до полного созревания сейчас как никогда нужна влага, говорят аграрии. Хорошего дождя не было уже 2 месяца. Анна Городнова, Марат Цитгараев, ТНВ, Лаишевский район.